Четвертая добавленная минута, гол и сборная Бельгии в 1/4 финала. Такой футбол на Якутия-24. Я Андрей Погорелов, и мы говорим только о футболе. Сегодня мы обсудим все самые интересные моменты прошедшего дня чемпионата мира по футболу. Рядом со мной эксперт-аналитик Петр Соколов. Петр, приветствую. Здравствуйте. 7 голов в 2 матчах вчерашнего дня. Точные удары Неймара и Фермина отправляют в Мексику домой. Гениальный камбэк Бельгии не пустил четвертьфинал Японию. Бельгийцы не сломались, а при счете 0-2 и во втором тайме переломили ход матча. За 5 минут забили 2 гола, сравняли счет и уже в добавленное время вырвали победу. Что случилось с Японией? Неужели Япония после того, как повела 2-0, уже мыслями была в 1/4 финала, или все-таки Бельгия настолько значительно прибавила? Нет, я думаю, что здесь прежде всего сыграли основную роль замены, которую произвел тренер сборной Бельгии. Почему? Потому что Фелайни вышел, буквально там прошло 3-4 минуты, и он вначале создал опасные моменты, а потом с передачи верхом забил головой. Поэтому я думаю, что здесь тренерская. В принципе, матч он больше напоминал чем-то Испания-Россия, но в то же самое время я вам хочу сказать, что Япония в плане физической подготовки, в особенности в начале первого тайма, бельгийцы не ожидали, что будет прессинг именно от ворот непосредственно бельгийский. То есть они не могли центр поля перейти. Примерно 15-20 минут первого тайма японцы смотрелись гораздо лучше, а потом уже непосредственно подсели. И концовку первого тайма в плане того, что фаворитом была Бельгия, но опять я уже который раз повторяю, что те игроки, которые фактически должны делать игру, они больше играли как-то в пас, то есть не было какой-то импровизации. Когда была импровизация, тогда были опасные моменты. Во втором матче вчерашнего дня сборная Бразилии оказалась на шаг ближе к мечте, а мексиканцы уже 7-й раз подряд вылетают на стадии 1/8 финала. Вообще, чем запомнилась эта встреча, какие впечатления? Ну, запомнилось в очередной раз, что суперзвезда Неймар, больше он стал играть как бы на публику, и те как бы моменты, которые когда его чуть задевают, то есть он показывает, что его очень сильно, и в принципе это не только в российской прессе, но и непосредственно у него на родине журналисты сравнивают его с тем, что Неймар стал больше, как бы симулировать, не симулировать. Стал звездой бразильского сериала? Наверное, да. Ну вот, а как, Петр, вообще относитесь к тому, что будь это Неймар, кто-либо другой звезда такого масштаба вообще, симулирует на поле, в подобных ситуациях, когда Пепе, помните, по спине похлопали, упал его, как будто бы, я не знаю, топором в спину ударили, Неймара вчера на ногу слегка наступили. Может, это было не слегка, но это было не настолько, чтобы показать так, что ему как будто бы прям в буквальном смысле оторвали ногу. Это воздействие на судей, то есть те же самые звезды чувствуют, что как бы их меньше должны трогать, но я хочу сказать, что до вчерашнего матча, в принципе, по статистике Неймар был лучший по обводкам среди всех футболистов, играющих на данном чемпионате. Бельгия сыграет с Бразилией как раз-таки в 1/4 финала. Каковы здесь прогнозы? Помимо того, что уже сказали, что Бельгия все-таки фаворит, по вашему мнению, но тем не менее, какой счет будет, какой футбол покажет команда? Я думаю, игра будет результативная, то есть будет забито больше 2 голов. Но, как говорится, куда ляжет фарт. Почему? Потому что и в составе сборной Бельгии, и в составе сборной Бразилии очень великие игроки, поэтому здесь, смотря какую тактику выберут тренеры.
Сегодня будут сыграны заключительные матчи 1/8 финала, где определится последняя пара 1/4 финала. Да? В 11 часов вечера на поле выйдут команды Швеции и Швейцарии, а уже в 3 часа ночи сборная Англии наконец-таки попытается добиться успехов в плей-офф в матче с Колумбией. Петр, есть ли ощущение, что в этом матче тоже будет забито много голов? Ну, я думаю, что, возможно, будет забито в матче Англия-Колумбия 2 гола. Почему? Потому что здесь два совершенно разных, как говорится, менталитета. То есть Англия, играющая классический футбол, и Колумбия, латиноамериканская команда, которая больше импровизации. Почему именно латиноамериканские команды любят? Потому что они играют для зрителей и на зрителей. Нестандартно, да? Да, то есть владение мячом, передачи, открывание, то есть это все подкупает непосредственно болельщиков. Ну, здесь я как бы буду болеть за Колумбию, но у сборной Англии, в принципе, довольно-таки сильный состав. Возможно, тот ход, который сделал тренер сборной Англии в последнем матче с Бельгией, то есть посадив основной состав на скамейку, на мой взгляд, может быть, игроки потеряют тонус. Но статистика как раз-таки, наверное, на стороне колумбийцев. Они во всех матчах 1/8 финала в истории своей забивали голы на поле, не уходили с нулем в своей графе. Но, тем не менее, это не говорит о том, что они, скорее всего, победят, да? То есть сборной Англии придется, скорее всего, постараться поработать в обороне. Да, вот Англия команда с большой историей, но, тем не менее, она не может похвастаться трофеями в большом количестве, так же, как бразильцы, к примеру, да, немцы, испанцы. Англия на своем чемпионате, который проходил в Англии, да, в 1966 году, единожды стала чемпионом мира. Но вот есть ли у этого состава шансы дойти далеко к турнирной сетке? В принципе, шансы есть. Я говорю, здесь мы не знаем, что творится непосредственно в команде. В команде собраны и довольно-таки молодые игроки, молодые, опытные. АПЛ, премьер-лига считается одной из самых, если не самой лучшей, один из самых лучших чемпионатов среди всех стран. Поэтому многие игроки стремятся в АПЛ, потому что там играет большинство звезд мирового футбола. И игры там как таковые непредсказуемые. То есть, в принципе, любой аутсайдер может победить непосредственно фаворита. Но я как сказал, что будет забито минимум 2 гола, но буду болеть за Колумбию. До этого момента команды встречались между собой 5 раз, англичане трижды выигрывали и 2 раза была зафиксирована ничья. Можно ли сказать, что англичане безоговорочные фавориты этого матча? Нет. Почему? Потому что вот даже сегодняшние матчи, которые проходили, фавориты, как говорится, могут наступить на грабли. Почему? Потому что уровень команд, как я первоначально сказал, что уровень команд подрос значительно. То есть помимо, когда раньше там Аргентина, Бразилия, она, как говорится, на одной ноге могла пройти любую команду, та же самая Германия. Здесь, в принципе, все команды, которые заявлены в чемпионат, вышли в плей-офф чемпионата мира, они готовы физически, тактически на более высоком уровне. Получается, что тот факт, то, что та или иная сборная является фаворитом на бумаге, ничего не говорит. Нужно выходить на поле и доказывать свою силу. Да, вот сегодняшний матч Швеция. Я думаю, что, на мой взгляд, фаворитом будет Швеция. Хотя теоретики считают, что у Швейцарии больше шансов, да? У Швейцарии, да, больше шансов. Но, на мой взгляд, именно Швеция вот на этом чемпионате, она заявляет себя именно как команда.
То есть игра построена, вот мы как-то с вами обсуждали, что игра построена не на одном каком-то игроке, а в принципе каждый игрок может, как говорится, выстрелить. Поэтому все играют как бы на команду. В принципе, взять ту же самую вот Японию, Россию, фактически нету того человека, через которого бы строилась игра. А те команды, которых суперзвезды, Месси, Роналдо, фактически отправились домой. Почему? Потому что игра именно строилась через них. Соответственно, после того, как вот, допустим, Португалия пропустила второй гол, Роналдо практически не видно было. То есть он играл без мяча, и ему просто не давали мяч получать. Ну вот тренер сборной Швеции Ян Андерсон уже выбрал своих пенальтистов в серии послематчевых пенальти, если они, конечно, состоятся. Петр, вот такой вопрос, как к тренеру. Насколько сложно вот определиться с выбором, наверное, стартового состава, да, вот в любом матче, какой бы это ни был, и в данном случае уже в серии, когда игра идет на вылет, еще определиться в серии пенальтистов, кто будет бить? Ну, в большинстве своем, ну, не знаю, у меня как бы много таких матчей было, и за выход, и матчи за третье место. И я вам хочу сказать, что оба матча мы, кстати, проиграли по пенальти, и не забил пенальти звезда. То есть, соответственно, тот человек, на которого я надеялся, он не показал тот уровень, который непосредственно должен был быть. Но пенальти, я говорю, это как бы лотерея. Пожалуй, последний вопрос. Вот в лидерах чемпионата мира по-прежнему по забитым голам одним из лидеров является Криштиану Роналдо. Но он уже, как известно, покинул турнир. На его счету, как и на счету бельгийца, эта команда еще выступает, да? Ромело Лукаку забил 4 гола. А вот возглавляет этот список с 5 мячами Харри Кейн, как раз таки англичанин. Стоит ли ожидать, что он сегодня забьет и утвердится во главе этого списка? Ну, здесь вот и у Лукаку были хорошие моменты, просто где-то чуточку не везло. В принципе, у него в первом тайме было 2-3 момента, когда он с разворота бил, и поэтому все зависит от самоотдачи игроков противоположной команды. Поэтому здесь, если будет играть Харри Кейн, реализация моментов, можно ударить. Вот в начале второго тайма японцы нанесли всего 3 удара, из них забили 2 гола. То есть, соответственно, возможен один удар и будет гол, а можно нанести, как сборная Испании, там 25 ударов, при этом фактически моментов было, там пару моментов, можно сказать, когда как бы Акинфеев выручил. Вот когда Иньеста бил, и там головой один раз. Вот 2 момента, а остальные удары, в принципе, вратарь должен тащить. Но сегодня мы уже узнаем, все-таки Гарри Кейн возглавит список окончательно с 6 голами или останется лидером с 5. И будем уже завтра обсуждать все эти игровые моменты.